Добрый вечер, уважаемые участники и зрители открытых дебатов кандидатов на должность главы окружной администрации городского округа город Якутск. Мы работаем в прямом эфире, онлайн-трансляции идут на сайте ECI и на YouTube-канале Сахамедиа. Нас смотрят зрители телеканалов Якутия-24 и НВК Саха. Также нас могут слушать радиослушатели Радио Тетри. От лица организаторов благодарим уважаемых кандидатов за то, что приняли наше приглашение и нашли время и возможность для участия. Особенно учитывая последние судебные решения о регистрации и снятии кандидатов. По вчерашнему заявлению председателя ТИК Аллы Самойловой, кандидат остается кандидатом 5 дней, которые даются на обжалование решения суда. Судя по тому, что все ранее заявленные участники дебатов в настоящий момент присутствуют в студии, предложенная возможность на обжалование будет использована в рабочем порядке. Поэтому предлагаем не заострять на этом внимание и приступить к первому кругу нашего забега. Вчера мы встречались с первым составом предвыборной гонки, а сегодня рады приветствовать вторую четверку кандидатов. Разделение проходило путем простой жеребьевки. Темой для обсуждения этих двух вечеров являются важные и злободневные вопросы, связанные с инфраструктурой и решением проблем жилищно-коммунального хозяйства. Хотелось бы обратить внимание, что главной задачей наших дебатов является предоставление каждому кандидату возможности максимально полно представить свои программные предложения для того, чтобы наши зрители могли сделать обдуманный и взвешенный выбор. Мы очень надеемся, что претенденты на пост мэра сделают все для того, чтобы вызвать симпатии наших зрителей и слушателей в рамках этических норм и правил данной площадки. Соблюдение правил строго обязательно для всех участников. Позвольте вас с ними ознакомить. Дебаты проводятся в установленное холдингом время. Холдинг Сахамедиа предоставляет всем участникам дебатов одинаковое количество эфирного времени. Организацию дебатов и все расходы, связанные с этим мероприятием, полностью берет на себя холдинг. Во время проведения дебатов каждый участник в ходе выступления оппонентов обязан соблюдать тишину и не перебивать. В случае нарушения данного пункта правил модератор объявляет кандидату предупреждение в виде желтой карточки. В случае грубого нарушения будет показана красная карточка. Звук в трансляции будет выключен. После 3 желтых карточек или 1 красной модераторы имеют право остановить дебаты и потребовать от участника, нарушившего правила, покинуть зал. Если вопрос имеет двоякий смысл, носит провокационный, оскорбительный или экстремистский характер, а также дублирует смысл уже прозвучавших вопросов, модераторы имеют право снять этот вопрос с обсуждения. Итак, мы приступаем к первому этапу. Каждому кандидату представляется по 3 минуты на то, чтобы обозначить позицию строго по объявленной теме в соответствии с собственной предвыборной программой. Желаем удачи! Согласно прошедшей ранее жеребьевке, порядок выступлений определен следующим образом. Первым выступает Евгений Викторович Рябченко. Продолжит Михайлов Сава Анатольевич. Третий участник Владимир Юрьевич Федоров. И завершит этот круг Евгений Николаевич Григорьев. Итак, слово предоставляется первому кандидату. Таймер пошел. Спасибо. Как вы все знаете, отсутствие проблем с ЖКХ – это, как и хорошие дороги в России, невозможны, в принципе, да, но бороться с ними нужно. Многие знают, что я проживаю на 17-м квартале, я это не скрываю. И для меня очень трепетно отношусь к проблемам ЖКХ, потому что я сам каждый день с ними сталкиваюсь. За 3 минуты вопрос, наверное, не решить, даже проблему не предложить, поэтому я ранее уже заявлял, что все мои выдвижения, они связаны с тем, чтобы помочь жителям, в первую очередь. Поэтому я хотел бы показать, я обычно к дебатам не готовлюсь, но сегодня воспользовался цветным принтером, попрошу увеличить. Это Якутская 4Б. Я почему выбрал адрес, да, чтобы показать. Зимой вот это вот белое, это, как вы видите, лед. Лед в квартире у человека. Первый этаж ушел практически под землю, он живет на 1-м этаже.
Почему я взял именно эту квартиру? Потому что это квартира муниципальная. Да? Это очень такая большая проблема, канализация, которая у них официальная, которую не ремонтируют, за которую не платят за эту канализацию. И вот недавно был затоплен подъезд. Я почему это все показал? Потому что у нас управляющие компании, они создаются с целью заработка, а не с целью решения проблем. Даже на муниципальную квартиру внимание, к сожалению, не обращают. Либо обращают, но недостаточно. Это не в укор действующим руководителям. Я знаю, вы работаете, пишете заявки, но управляющие компании, они либо не реагируют, либо реагируют недолжным образом. Поэтому я предлагаю сделать, как некоторые кандидаты тоже из здесь присутствующих предлагали, сделать муниципальную управляющую компанию, с которой можно было бы потом спросить за вот это все и передать именно муниципальные квартиры этой компании, ну и затем уже по собраниям собственников, чтобы был инструмент для решения вот этих проблем. А их на квартале очень много, каждый дом. Но в первую очередь мы должны переселить именно те дома, я вот уже немножко от этой темы отошел, которые особенно проблемные. Спасибо. Спасибо большое за выступление. Спасибо Сава Анатольевич. Время. Нужно включить. Кнопочку. Да. Раз. Сейчас, да. Үтөкейінен күнді сақам сирен жоно, саас кәлбітнен күн чағылай бітнан барығытын итетігістініге ғадделебін. Добрый вечер, дорогие горожане, дорогие жители долины Туймада, уважаемые ведущие, Анна, Николай. У нас так получилось, что все ведущие очень красивые. Позавчера Алена тоже также выглядела очень прекрасно. Уважаемые дорогие оппоненты. Тема дня очень хорошая. Вопросы ЖКХ, вопросы развития инфраструктуры. Конечно, за 3 минуты здесь мало что можно сказать, но что меня отличает, во главе угла приоритетом ставлю семья. Потому что я курировал семейную политику в Республике Саха-Якутия, будучи заместителем министра по делам молодежи и семейной политики, поэтому от семьи должны все исходить. Именно что волнует сегодня городские семьи? Это тарифы. За последние лет я ни разу не слышал, чтобы глава города или глава республики или кто-то ответственные лица, даже депутаты, которые перед выборами все обещают, почему ни разу не спросили, почему повышается электроэнергия, почему повышаются бесконечно жилищно-коммунальные услуги. Поэтому мы должны этот вопрос ставить. Строительство дорог, строительство жилья, переселение, все остальное, оно идет по программам федеральным, по республиканским программам и по муниципальным нормативно-правовым актам. Конечно, вопрос 17 квартал. Здесь ремонтами или какими-то там однодневными вопросами решить нечего. Вопрос стоит только о расселении. Это не только 17 квартал, это Кирзавод, Сайсар и ГРЭС. Мы говорим по тарифам, мы говорим по развитию инфраструктуры. Да? В программе мы включили что? Дети войны ездят по автобусу, как все жители города Якутска. Хотя все за 75 лет. Это 16 тысяч человек по городу Якутску. Поэтому мы говорим, если льготы есть какие-то, мы детям льготы установили по поручению, по посланию президента, да, мы детям войны в Якутске тоже должны обеспечить бесплатный проезд. Работа управляющей компании ЖКХ. Городская администрация округа, мы не должны ни в коем случае терроризировать, а работать в очень хорошем формате, в дружеских, партнерских отношениях. Конечно, есть те УК, которые неэффективно используют средства, неэффективно работают, с ними должны, конечно, очень сильно работать. Для этого есть лишняя инспекция. Мы говорим о озеленении, у нас совсем не хватает. Поэтому городу нужна именно структура по озеленению города, где должны быть именно ботаники, специалисты, чтобы озеленить наш город. Пока так. Спасибо большое, Сава Анатольевич. Вы уложились в свои 3 минуты. И следующие 3 минуты для Владимира Юрьевича. Уважаемые горожане, дорогие друзья, мои сторонники, 20 лет я занимаюсь городом, начиная от депутата городского собрания, депутатов города Якутска. В части ЖКХ у меня четкое видение
программе, которую я изложил значит, на моем сайте, она есть. Но я хочу отметить основные из 10 тезисов, которые я значит, в программе описываю, 4 основных момента, на которые нужно сегодня обратить особое внимание. И с этого я начну, когда стану главой городского округа. В городе Якутске имеется 21 программа целевая, ведомственные программы. Из них всего только 3. 2 программы основные по ЖКХ и 1 программа по благоустройству. Этого, я считаю, недостаточно. Моя задача будет эти программы пересмотреть и, конечно, пересмотреть вообще свою основную структуру управления ЖКХ. Из них я выделяю 4 основных пункта, которые говорят о следующем. У нас в городе Якутске не будет первого зама по ЖКХ. Эта должность совершенно не нужна. Мэр непосредственно отвечает за хозяйство города, он должен вести хозяйственную деятельность, и он будет отвечать за городское хозяйство. Те полномочия, которые ранее были определены первому замглавы, они перейдут в службу эксплуатации городского хозяйства, которая должна объединена быть с ДЖКХ, с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства. Для чего это нужно? Первое, мы сокращаем чиновников. Второе, нам не нужно лишних начальников, которые циклы рабочие очень затрудняют в коммуникациях. 1 человек, 1 ответственность, 1 спрос. Вторая, это оптимизация затрат. Сегодня город Якутск имеет дефицит бюджета. Мы не справляемся с программами, потому что в программе по ЖКХ в среднем, где-то по всем программам, собирается порядка 900 миллионов рублей. Эта сумма совершенно недостаточна. Тем более по одной программе мы в этом году сократили на 50 миллионов расходы, на второй на 30 миллионов. Соответственно, будем оптимизировать. Это не говорит, что мы будем сокращать. Нет. Следующим образом будем это делать. Обратите внимание, сегодня мы ведем борьбу со снегом. Наши машины с автодорожной ездят на полигон в районе улицы 50 лет Советской Армии. 26 километров. 10 тонн в сутки Якутдорстрой расходует на эти нужды. Это почти 500 000 в день. В месяц это порядка 16 миллионов. Нужно сделать на юге еще 1 полигон. Сократим. Закончим с приписками. 3-я часть. Приписки у нас сплошь и рядом. Как вы помните, в свое время я сам садился на КАМАЗ, смотрел хронометраж, находил дворников. Таким образом, я в бюджет сокращал значит, расходы и пополнял его. Пересмотреть полномочия, 4-е, округов. Во-первых, нужно, и в первую очередь, конечно, нужно это сделать, это нужно усилить округа их полномочиями. Административная комиссия, инициативы граждан, защиту интересов предпринимателей и, конечно, земля. 90% сегодня проблем города – это связаны с управляющими компаниями. Вот этим вопросом непосредственно управы должны заниматься. Спасибо, Владимир Юрьевич. Евгений Николаевич, вам слово. Время. Добрый вечер, уважаемые горожане, коллеги, друзья, телезрители. Я рад приветствовать вас всех на этой площадке. Я с 2018 года, как Сардана Владимировна выиграл выборы, был приглашен в команду. Сначала я возглавлял муниципальное предприятие Агентства по развитию территорий. Мы занимались расселением из ветхого аварийного жилья. И с июня 2019 года я приглашен в администрацию в качестве заместителя по развитию территорий. Июнь месяц, середина лета, разгар. Город в первый раз участвует в национальном проекте. Рекордные показатели 26 километров. Удалось выстроить жесткую систему планирования, штабную работу. И город справился с этой рекордной цифрой 26 километров. В прошлом году мы отремонтировали 24 километра, в этом году сделаем 50. Благодаря проведенной реформе в градостроительной отрасли мы полностью реформировали департамент градостроительства. Сегодня полностью исключены все возможные коррупционные риски. Везде есть прозрачность и значит, коллективное принятие решений. Это сделано с одной целью, чтобы рос инвестиционный климат и наш город быстрее развивался. С 11 января, как вы все знаете, я исполняю должность главы городского округа. И я погрузился в повестку полностью. Сегодня понимаю и четко вижу все проблемы ЖКХ и как их решать. Одну из них вы, наверное, все уже отметили, насколько чище стало в центральной части города. Я был удивлен, когда понял, что в последние десятилетия центральные улицы не чистились, но чистились периферия. Это все развернули, сделали, потому что развернули стороной к лицу, к людям, все для людей. Здесь бы я хотел отметить для себя системные большие направления, по которым нужно работать для развития города. Во-первых, это работа, связанная с бродячими собаками. Второе, это у нас дефицит пропускной способности газа.
Третья задача большая, которая ставится, это с тарифами и регулирование деятельности управляющих компаний. Сегодня у нас требует обновления инженерных коммуникаций практически все сети. Огромное количество бесхозяйных сетей и сетей, которые сегодня уже с высокой степенью износа. У нас сегодня ставится вопрос большой по освещению городских улиц, по строительству водоотводной системы города Якутска и расселению ветхого аварийного жилья. Ну, в последние 2 дня, конечно, очень остро стоит для всех горожан вопрос свалки. У нас на 9-м километре идет пожар, ни для кого это не секрет, все знаете. 30 секунд. И по пожару у нас есть четкое понимание по свалке, то, что необходимо реализовывать в составе национального проекта экологии. Мы сделали проект, прошли экспертизу, требуется 800 миллионов на рекультивацию. Мы готовы развивать республику и решать этот вопрос вместе с республиканскими властями. И развитие в целом города Якутска возможно только совместно с республикой в рамках национальных проектов, в рамках муниципальных программ. И нужно делать это все сообща, вместе, дружно. Спасибо. Спасибо большое, спасибо всем участникам. Я думаю, что зрителям было интересно послушать ваше мнение и ваши 3-минутки. А мы переходим ко второму этапу. Ранее Якутское Саха-информационное агентство объявило сбор вопросов среди читателей. Все поступившие вопросы были разложены по конвертам, которые предлагаются на выбор каждому участнику сегодняшней встречи. Кандидатам дается, следующим Кандидатам образом дается на происходит. ответ 1 минута. Да, можете вытягивать. Евгений Викторович начинает согласно жеребьевке. Да, вы можете мне передать вопрос, я его зачитаю. Кто из кандидатов служил в армии и в каких войсках? То есть, если вопрос переадресовать конкретно вам, служили ли вы в армии и в каких войсках? Ну, скажем так, к сожалению, я в армии не служил. Я отдал свой долг армии в другом направлении. У меня 3 детей. И поэтому у меня было освобождение. 3 детей, Да. которые будут служить в армии. Которые будут служить в армии. Ну, 2 будут служить, а дочка, я надеюсь, не пойдет в армию. Спасибо. А они живут тоже с вами на 17-м квартале? Конечно. И ходят в 27-ю школу. Это мы просто не хотим разбрасываться временем. Времени еще у вас Да можно целых раскрыть полминуты. кандидата каким-то Да, образом. да. Ну, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. А ваше вообще отношение к службе может? К нужно ли воинской. служить? Отношение положительное. Обязательно, мне кажется, каждый должен служить в армии. Но, насколько я знаю, сейчас хотят увеличить срок службы до 2 лет. Ну, с этим уже можно поспорить. И мне кажется, 1 года вполне достаточно. Спасибо. Спасибо большое. Савва Анатольевич, на выбор любой. Там есть сложные вопросы, не такие. Давайте. Пусть будут сложными. Чем сложнее? Ой, он такой длинный. Многих жителей города интересует, как работают управляющие компании. Многие управляющие компании не отчитываются перед собственниками жилья, как этого требует законодательство. Именно как они расходуют средства от квартплаты. Управляющие компании дают формальные отчеты, в которых ничего не видно, невозможно проанализировать действительно, как они тратят эти деньги. Проверок по этому поводу со стороны мэрии никогда не было. Это очень важный вопрос. Как кандидаты, как конкретно вы, будете решать этот вопрос в качестве мэра? Да, очень хороший вопрос. Работа управляющей компании – это, конечно, приоритет, потому что дома они обслуживают, а не городская власть. Но городская власть должна действительно очень сильно контролировать, не только УГСЖН, да. Мы проводим разного рода рейтинги, рейтинговые оценки, но опять-таки мы должны всем жителям города объяснить, поменять управляющую компанию, которая вас не устраивает. Это прерогатива собственников жилья. Именно вы должны это инициировать, да? А не со стороны управы или со стороны города. Вот 3-й год работаю в управе строительного округа, да, чтобы проблемы с управляющими компаниями, имеется в виду по пересмене, да, у нас по смене управляющей компании не было. Действительно, у нас есть хорошие управляющие компании, те же Альтаир, другие, но есть слабые, которые надо действительно нам всем и городу очень сильно помочь. Спасибо большое. Спасибо большое, Владимир Юрьевич. Ну, покороче. Покровский тракт.
В общем, в пригороде нужны ли разрешения на строительство и каким образом их будут давать? Вопрос очень такой глубокий. Вообще, разрешение строительства, но я сразу как комментарий дам, эту область я не курировал в мэрии, но могу сказать следующее. Если вы строите себе индивидуальное жилищное строительство, сегодня наш город нуждается в этом, горожане в первую очередь, естественно, это нужно сделать обращение в администрацию города, получить разрешение, это все равно любой какой-нибудь небольшой проект. Во-первых, должна быть земля. Если у вас эта земля есть, надо посмотреть, какая зона застройки. Первое. Если это попадает под индивидуальное жилищное строительство, это одна история. Если это под другие сельхозназначения, если мы говорим по Покровскому тракту, там есть как минимум 3. Это луга, это Л-зона, Евгений Николаевич лучше меня знает детали эти. Это ИЖС, и следующее это МКД, многоквартирные дома. Поэтому, если у вас сначала возник вопрос, вы хотите строиться, сначала нужно обратиться в мэрию, узнать об этом, какая зона застройки там разрешена. Если под ИЖС попадает, пожалуйста, обращайтесь, мэрия вам выдаст разрешение. Спасибо большое. Все Евгений Николаевич. довольно емко. Если вы станете мэром, как будете решать вопрос с озеленением? Этот вопрос назрел давным-давно и не решается много лет. Озеленение в нашем городе важно и необходимо, потому что, к сожалению, сегодня его очень недостаточно. Необходимо работать комплексно, высаживать дополнительно большое количество деревьев. Для этого нам необходимо иметь лесопитомник в городе Якутске. Мы в прошлом году определили 2 территории, где будем делать лесопитомники. Плюс есть сегодня уже представители сообщества ботаников, которые готовы работать над рекультивацией и разработкой новых видов деревьев, которые необходимо приживать у нас. Мы сегодня только в рамках работы по реконструкции проспекта Ленина планируем 680 деревьев посадить по проспекту Ленина. Сегодня вопрос озеленения также будет связан и с возвратом традиции посадки цветов. Это тоже люди, граждане любят. Поэтому озеленение необходимо также учитывать вопрос полива, постоянного полива. К сожалению, сегодня сажаем деревья, авиалес Архана дает ежегодно 30 тысяч разрешений, но вопрос полива необходимо предусмотреть лучше. Спасибо большое. Спасибо большое. Собственно, второй этап тоже завершен. Мы довольно скоро с вами движемся по программе и переходим к третьему этапу. На данном этапе кандидаты имеют возможность задать вопросы строго по заявленной теме своим оппонентам, своим конкурентам в данной гонке. Уважаемые участники дебатов, будьте, пожалуйста, предельно внимательны. Не забывайте, сегодняшняя тема звучит следующим образом. Инфраструктура и решение проблем ЖКХ. На формулировку вопроса дается 30 секунд, а на ответ 1 минута. Еще раз повторимся, что мы даем возможность задать вопрос, ответить и задать встречный каждому из кандидатов. Это дуэль глаза в глаза. Начинают кандидаты. Я думаю, что Николай разъяснит более понятный механизм. Начинают кандидаты, которые стоят за кафедрами с меньшей цифрой. Это вот кафедра 1, кафедра 2, кафедра 3, кафедра 4. Затем задается вопрос. Оппонент парирует, потом переходит вторая тройка опять. Двойка. Вторая двойка. Затем идет перекрестно, и оставшиеся кандидаты приступают к своей дуэли. В принципе, это джентльменское мероприятие, джентльменская дуэль, поэтому мы очень рассчитываем на соблюдение правил. Хорошо? Первым задает вопрос Евгений Викторович. Сава Анатольевич отвечает. Время. Да, вы уж извините, я сегодня про 17-й квартал, про 17-й квартал мне очень много вопросов приходит. Сава Анатольевич, вы знаете, сейчас начнется весна, начнутся так называемые наводнения, вот конкретно в домах космонавтов 12-14, Якутская 39-39-1. Как именно решить эту проблему, не убирая, скажем так, симптомы, а конкретно решить, чтобы в дальнейшем этой проблемы не было? Спасибо. Спасибо за вопрос. Еще раз повторюсь, залатанием дыр мы не должны заниматься, надо переселить этот квартал в ближайшее время. Только так решим. В прошлом году, вы очень прекрасно знаете, мы зиму встретили в чистоте и порядке. Вот февраль, январь,
декабрь, да, последние 3 месяца из-за температуры техника жилкомсервиса не работала. Но это тоже наша слабость всего города Якутска. Да? Почему техника не работает минус 50? И сейчас из-за этого вонь стоит, действительно. Уборка идет. Поэтому у нас есть список всех домов, которые затапливаются. Фекалка уже работает, все техника работает, насосы все на месте, поэтому в этом году ЧС мы не создадим. А так тот же космонавтов 14, гора мусора была. Гора мусора десятилетиями. Мы в прошлом году уже убрали. Послушаем, спасибо за ответ, послушаем противоположную сторону. Савва Анатольевич, можете задавать вопрос. Да. Время. Да, почти такой же вопрос. Жилкомсервис, да, и другие городские учреждения. Кадровый вопрос. Вопросы их эффективности. Как вы будете работать, вот, будучи мэром города? Какие изменения пойдут именно в городских учреждениях, которые обслуживают, вот, работают в сфере ЖКХ? Вы имеете в виду кадры, да? Ну, в любом случае, нужно посмотреть, как работают действующие руководители. Если они не соответствующие работают, то их нужно будет менять. К сожалению, на примере, да, последних нескольких лет я прогресса особо не вижу, ну, за исключением мусора, если мусор в расчет не брать. Поэтому, когда я стану мэром, будут жесткие изменения в руководстве. Люди просто обленились. И достаточно трудно заставить людей сейчас работать. Даже тех же руководителей, которые привыкли получать немаленькую, скажем так, зарплату, и сквозь пальцы, сквозь рукава это все проходит, к сожалению. Те же управляющие компании, они же с целью прибыли созданы, поэтому, мне кажется, в первую очередь нужно муниципальную управляющую компанию сделать, чтобы работала эта компания на результаты, чтобы были механизмы управления у города. Спасибо за дуэль. Теперь выступают кандидаты за кафедрами 3 и 4. Начинает Евгений Николаевич. Время. Владимир Юрьевич, скажите, пожалуйста, как человек, проработавший заместителем по ЖКХ, в рамках действующего законодательства, как мы должны бороться с безнадзорными собаками и с лошадьми в городе Якутске? Спасибо. Да, спасибо, Николаевич. Ну, как я это и делал раньше. Мы с вами помним все, когда, в общем-то, я начинал, мне не дали доработать эту, значит, процедуру. Но сегодня закон, который все критикуют, мы и тогда говорили, что он не работающий, это усыпление собак, значит, вернее, их вылов, гуманная их, значит, переброска, значит, на передержку, потом чипирование, потом их надо через, значит, ветеринарные услуги, значит, стерилизацию проводить и так далее. Это очень дорогая процедура, и она сегодня не укладывается в матрицу бюджетов республиканского бюджета, городского бюджета и так далее. Я считаю, что если это проблема субъекта Российской Федерации, значит, субъект должен субсидировать и оплачивать такие услуги. Более того, тот полигон, который у нас находится на сегодня в передержке на Чеченко, его нужно из города переносить. Это очень опасная и, скажем, такая вещь ненужная в городе. Спасибо за ответ. У вас есть возможность ответить вопросом. Время. Евгений Николаевич, в то же время, когда я начинал, значит, в 2018 году, мной было принято решение о спасении домов по пожарным сигнализациям. Мы устанавливали их во всех домах, где было можно, изыскивая минимальные бюджеты, затраты, и за полгода моей работы сделано больше, чем за 6 лет предыдущих. Скажите, пожалуйста, когда я выстроил систему обслуживания, передачи на ИДДС и прочего, почему сейчас это не работает? Почему это остановилось? Владимир Юрьевич, система работает, сегодня занимается ЕДДС, было закуплено оборудование для них. Если раньше этим занимался ЧОП-ратник, сегодня мы будем заниматься это в рамках наших муниципальных подведомственных учреждений. Мы понимаем, что по городу Якутску необходимо, пока не расселим все аварийное жилье, заниматься борьбой с пожарами. Я лично выезжаю на пожары и, к сожалению, могу со статистической точностью сказать, сколько пожаров происходит, по какой причине. Это трагедия, люди гибнут. И поэтому сегодня работа по установке пожарных сигнализаций и ведению разъяснительной работы с жильцами, ремонтные работы, направленные на электропроводку, это важная задача, которую необходимо делать постоянно. Мы в этом году планируем еще установить 200
пожарных сигнализаций. Вообще по городу осталось 641 с учетом этих 200. Спасибо за прекрасный раунд. Начинается следующий круг. Кандидат за кафедрой 1 задает вопрос кандидату за кафедрой 3. Он отвечает, ответ звучит сразу. Время. Спасибо. Евгений, вот у меня вопрос к вам такой очень интересный. 473 ФЗ вот недавно вступил, вы знаете, да, наверное, в жилищный кодекс, когда жители, которые покупают дома после признания аварийных, получают только по договору купли-продажи, да, стоимость. А те квартиры, которые до принятия этого закона были, на них распространяется тоже этот закон. Считаете ли вы, что это честно и справедливо? Ведь даже наши граждане судятся в других городах. Действительно, я считаю эту позицию не совершенно справедливой, потому что закон обратной силы не имеет. Это я могу вам сказать как юрист. Сегодня мы разделяем точку зрения, которую сложились граждане, попавшие в такую ситуацию. Наш департамент жилищных отношений сегодня ведет работу разъяснительную в юридическом плане, как им составлять документы для подачи исковых заявлений. Напомню то, что уже на уровне верховных апелляционных инстанций идет вопрос по урегулированию его. И в ближайшее время, я надеюсь, будет восстановлена справедливость. Но вместе с тем законодатель принял эту норму в результате того, что многие граждане злоупотребляли этим правом, и для многих это был видом бизнеса. Есть случаи, когда люди покупали по 5-6 квартир в аварийных домах с целью их потом поменять на перерасселение на новое жилье, либо получить выплату с государства. Конечно, здесь всех под одну гребенку взяли, поэтому необходим индивидуальный подход. Собственно говоря, мы этим и занимаемся. Спасибо за ответ. Можете задавать свой вопрос, парировать. Время. Евгений Викторович, скажите, пожалуйста, вот какие 3 знаковых стратегических объекта необходимо построить в городе Якутске для решения проблем по ЖКХ? Спасибо. Да, 3, мне кажется, маловато будет. Но, во-первых, нужно модернизировать все котельные. Это очень сложно, это очень дорого. Я сам знаю, потому что вот когда Владимир Юрьевич у нас был первым заместителем по 17-му кварталу, я ходил и наблюдал проблемы с котельными. И конкретно с водоотведением. Да, там все ржавые трубы, котельные еле-еле как работают. Поэтому, мне кажется, это основная проблема вот в тех секторах неблагоустроенных, да, домах. По ЖКХ перерабатывающий завод – это номер 2, он нужен обязательно, потому что без этого мы, как говорится, в мусоре и утонем. 3, мне кажется, с дорогами нужно решать со своим асфальтным заводом. Вот эти 3 основных – дороги, ЖКХ. Спасибо. Спасибо большое. Приступают дуэлянты за кафедрами 2 и 4. Начинает Сава Анатольевич. Владимир Юрьевич, я вот приехал автобусом до сюда, ждал автобус ровно 20 минут, хотя это центральный автобус. Что будем делать все-таки с нашими автобусами, потому что 15-20 минут еще можно сейчас ждать, а дети-то, наши старики, по 30, по 40 минут ждут. И когда я вот спрашиваю, почему так опаздываете, они отмахиваются. Везде фотографии Евгения Николаевича стоят, я говорю, хотя мой буклет возьмите, переклейте где-нибудь. Нет, запрещено. В части буклетов я ничего не сделаю, это точно. Это временная процедура. А в части того, чтобы соблюдался хронометраж между нашими маршрутами, то есть остановками, я предлагаю альтернативу. Мы посмотрим с вами на практику российских городов, где у нас ходят и маршрутные автобусы, и маршрутные такси. Частник сегодня начинает немножко нам диктовать свои условия. Я думаю, надо это перенастроить и альтернативные сделать линии. Тогда участников сразу задумается, сервис какой, качественный или нет. Начнет, конечно, прислушаться. Но в любом случае муниципальные власти имеют полные полномочия, а это их полномочия контролировать внутри у себя маршрутизацию, в первую очередь, не в угоду так называемым бригадирам, а в угоду нашим горожанам. В связи с этим я предлагаю жесткий контроль, санитарные нормы, внедрение административных новых санкций в отношении тех маршрутов, которые не исполняют это, в том числе и конечной остановки. Спасибо за ответ. Парируйте. Время.
Значит, сам Иван Анатольевич, вы в строительном округе проработали и все такое. Значит, 1,5 года назад, вернее, не 1,5, 2,5 года назад я поехал к вам, будучи там глава, значит, бывший. Я не нашел дворников. Ну, потом вы помните эту историю, дворники нашлись. Из 15 числящихся дворников всего было 2. Этих 2 мужиков, Николая и Степу, я сам вывез, значит, на Пионерскую, посмотрел, где они там убирают. Эта история была в прошлом. Сейчас как обстоят дела? Дворники очень хорошо работают, именно муниципальные, да? Завтра выйдут на сквер Карла Маркса, на сквер по улице Дзержинского, 9. В целом, я говорю, да, работа, я вот немножко по-другому отвечу, да? По дворникам это они работают и будут работать, конечно, это будем усилить. Я в отпуске нахожусь с 1 марта. 11 января меня удаляют со всех групп. В том числе по сфере ЖКХ. Представьте себе, руководителя живого, да, исключает из всех групп, а как я буду контролировать по планерке? Вот Евгений Николаевич, исполняющий обязанности главы, по-мужски сказал бы, что вы это савы травите? Не надо так делать. Я его попросил, зачем ставишь этот руководителя села Перегородное? 1500 человек, одна МКДшка, да, и на строительный округ 60 тысяч. Как будто у нас народу нет. Но не должно быть таких двойных стандартов. Это все идет именно позорить именно городскую власть. Так не должно быть. Время ваше Спасибо. вышло. Спасибо. Закончен яркий второй круг третьего этапа наших дебатов. Переходим к заключительной части. Вопрос задает кандидат за кафедрой 1, кандидату за кафедрой 4. Евгений Викторович, время. Спасибо, Владимир Юрьевич. У меня вопрос к вам такой очень интересный. Неосвоение бюджетных средств. Вы вот знаете, не так давно к нам приезжала прокуратура, где публично, так сказать, отругали наших министров, да, которых поставила партия власти, за неосвоенный бюджет. Вот в конкретной части это за переселение из ветхого аварийного жилья. Вот, хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу. Вопрос такой, он немножко Давайте ЖКХ, но... разграничим вот эти федеральные органы власти, государственные органы власти и муниципальные. Я имею отношение непосредственно к той области, которая называется муниципальная власть. В этой части город должен просто контролировать, значит, снос ветхого аварийного жилья, и его контрольные функции над этим, и качество исполнения заканчивается. Все остальное, так как это федеральная часть и исполняет ее бюджет, значит, региональный, должны региональные власти за это отвечать. Я на себя эту ответственность брать не буду. Другой вопрос, как это будет проходить, в какие сроки, и сигналить об этом в правительстве Республики Саха-Якутия, это моя прямая обязанность. Более того, я вам скажу, неисполнение бюджета, скажем так, неосвоение бюджетных средств, это уже старая бородатая история, столетняя и так далее. Это заключается только в нерасторопности, в раскачивании, в халатности, безответственности чиновников, которые не успевают сделать, значит, проекты, не умеют подобрать подрядчика и так далее и тому подобное. Вот эти вот все факты складываются в неисполнении бюджетов. Халатность. Владимир Юрьевич, спасибо большое, однако Евгению Викторовичу мы постфактум вынесем желтую карточку за провокационный вопрос. И можете парировать. Время. В чем он? Хороший вопрос. Он никакой не Потеря провокационный, бюджетных ребята, это же как есть. Ну, Позвольте вы, нам значит, Евгений, Время. на 17-м квартале, и я хотел бы вам, значит, вас попросить рассказать мне вот о некоторых новшествах. Вот у нас говорят, в городе Якутске будут какие-то особые нанотехнологические, очень современные выгребные ямы. Я слышал об этом, значит, из уст руководителей города Якутска. Не могли бы вы мне пояснить, как это может выглядеть? Вот эта вот технологическая выгребная яма. Как вы ее представляете вообще? С гидроподъемником, с фотоэлементом. Вот, для мерзлых бытовых отходов. Интересный вопрос, но, наверное, к сожалению, не ко мне, потому что я об этом не слышал, и, по крайней мере... Как же даже вы главу города баллотируетесь, а главу города отвечайте? Представлять даже, как она может, именно яма, технологически совершенно выглядеть. Я Да, просто причем не понимаю. нанотехнологически. Нанотехнологически. Да. Очень интересно. Ну, нанотехнологии можно назвать все, что угодно. А вопрос в том, как Конкретно это будет выгребная выглядеть. яма, помойка. Владимир которая- Юрьевич, пусть кандидат ответит. Спасибо. Выгребная яма, мне кажется, никакими нанотехнологиями не будет никогда обладать. Выгребная яма, она есть выгребная яма. А название можно абсолютно любое придумать. В любом случае, та же фекалка будет подъезжать ее и откачивать. Другой вопрос в том, что вот которые дома сейчас будут топить по весне, для них можно сделать выгребные ямы
рядом с домами, чтобы талые воды туда уходили, и при этом не было наводнений в домах, помимо жидких бытовых отходов. Вот я вот вам на заметку даю. То есть вы не представляете, как это выглядит? Ну не надо комментировать, все-таки это его ответ полностью. Ага. Спасибо. Со вчерашнего Финальная? дня у нас Да. туалетная тема так Ну, так это вызывает актуальная тема города живой Якутска. интерес. Так, Главное, Да. чтобы в теплых остановках не было Ну, туалетов. подготовимся к финальной дуэли. Да. Начинает кандидат за кафедрой 2, парирует кандидат за кафедрой. Продолжая 3. тему тарифов, да, Евгений, как вы Время. думаете, насчет единой теплоснабжающей организации? В сентябре 2020 года подписано, мы теплоэнергия, которая хорошо работает, хорошо, эффективно город пользуется. Почему мы передаем в Росгидро? Почему тогда мы в прошлом году 200 миллионов потратили на новую котельную? Поэтому, будучи единой теплоснабжающей организацией, у нас опять повысятся тарифы. Поэтому вот ваше мнение хотел услышать по данному вопросу. Спасибо за вопрос, Сава Анатольевич. На самом деле, если разобраться в структуре тарифов для физлиц и юридических лиц, сегодня у теплоэнергии тариф дороже, чем у Якутскэнерго. И создание единой теплоснабжающей организации – это есть подход, во-первых, по обеспечению безопасности тепловой города Якутска. Вот подумайте сами, сегодня у нас на горе работает ГРЭС-2, по городу Якутску 78 котельных работает. И вопрос создания и перевода на единую теплоснабжающую организацию идет наравне с вопросом создания единой ЕТСП, единого теплоснабжающего предприятия. Я считаю, что в городе Якутске слишком много котельных стоит, работает. От каждой котельной есть санитарно-защитная зона, от той же ЕГУ-1, ЕГУ-2, которые трубы стоят на уровне 8 этажа дымят. Поэтому перевести в тепловые пункты существующие котельные, зарезервировать, мало ли что случится, чтобы в нужное время завести. А тарифы, кстати, для физлиц станут ниже при создании ТО. Смотрим. Спасибо, Евгений Николаевич. Ваш выпад. Время. Сава Анатольевич, я спрошу вопрос, который по вашей теме, по вопросу, связанные с действием рекооператора. Вы знаете то, что у нас сегодня в Якутске действует региональный оператор. Как вы видите взаимодействие окружной администрации с рекооператором в вопросе, связанными с мерзлыми бытовыми отходами? Как быть? В начале 2019 года, конечно, мы в ручном режиме управляли рекооператором, были очень много замечаний. В последнее время замечаний нету. Рекооператор более или менее хорошо работает, мы это все знаем. По ТБО хорошая уборка идет по городу. На предписание, на акты очень быстро реагируют, поэтому я только могу сказать ребятам, которые работают в Якутсэкосети, молодцы, продолжайте. Да? Также насчет МБОшек, да, действительно у нас в федеральном законодательстве нету такого понятия МБО, поэтому я говорю, вот те же выгребные ямы, пропарки, все остальное, только надо утеплить и действительно надо вывозить, и конкретно нам надо урегулировать вопрос с жилкомсервисом, потому что так не должно продолжаться. Из-за жилкомсервиса горожане ругают и меня, и вас. Так не должно быть. Они должны конкретно работать, несмотря на минус 50, на минус 60. Спасибо большое, Сава Анатольевич. Мне кажется, был очень яркий круг, забег. Дуэлянты показали себя с лучших сторон. И мы переходим к следующему нашему этапу. Это ответы на вопросы. Да. Ну, а Это вопрос один? четвертый этап, в рамках которого все наши участники могут рассказать, пояснить, аргументировать своим потенциальным избирателям, почему они должны голосовать именно за вас. И начинает участник Евгений под Викторович. номером 1. Вам дается 1 минута. Скажите, пожалуйста, Евгений Викторович, почему? Да, 1 минута. Время. Спасибо. Уважаемые избиратели, пришло время выбирать руководителя города. Именно не хозяина, а руководителя города. Мы, партия ЛДПР, всегда честно выполняем свои обязанности. На примере Хабаровского края можно это увидеть. Мы всегда честно и с трепетом выслушиваем наших граждан и помогаем им решать проблемы. Поэтому 26, 27 и 28 марта жду вас на избирательных участках отдать голос за партию ЛДПР и за меня, за Евгения Рябченко. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо Вот большое. даже раньше уложился. Да, вы сэкономили время. Почти Сава полминуты. Анатольевич, почему избиратели должны голосовать за вас?
Время. Күндү жогускай кордулуктоктора бу күннерге келенгит сүрбалта хүрбетте сүрбагасчыгала келенгит мия коластан денеңрабын. Дорогие горожане, в городе должен быть действительно стратег, не только хозяйственник, в первую очередь это стратег и тактик. Действительно, меня выделила партия КПРФ, но у нас у всех партия одна. Это город Якутск. Мы должны развивать город Якутск и Республику Саха-Якутия. Поэтому никаких разделений, никаких вопросов, имеется в виду по партийности, по национальности, по вероисповеданию, не должно быть. Мы все должны объединиться вокруг города Якутска. Не должно быть лжи, коррумпированности, вранья со стороны партии власти. Поэтому приходи и голосуй за честных, за правильных людей. Баргытын чехнеге ыңырабын, тоқтес пейі қомыдындар, туды құттатындар, туды албынатындар. Итағайымен бары келеңгет колыста. Спасибо большое. Владимир Юрьевич, ваша минута и время пошло. Уважаемые горожане, дорогие сторонники, в 2018 году город получил самостоятельность, а именно мы убрали с города чиновников и бюрократов. Это особенность нашего города, и это было впервые в истории. Я не хочу, чтобы это повторилось снова. Вы увидели, как работает город самостоятельно, как подотчетен только народному мэру. Сейчас наш успех пытаются аннулировать. Сейчас пытается партия власти снова внедрить чиновника, либо человека, который будет получать от номенклатуры указания. Это неправильно. Мы должны с вами понимать, что перед вами должен быть отчет, а не перед чиновниками. Я не кабинетный работник, я всегда работал на земле, и вы это знаете. И я не просто крепкий хозяйственник, я хозяин, потому что я хозяин своего города, так же, как и вы. Мы должны в своем городе наводить порядок самостоятельно. Поэтому мэрия будет работать на благо людей, во благо горожанина. Голосуйте за народного мэра, ваше доверие – моя ответственность. Спасибо большое. Евгений Николаевич, тот же вопрос. Время. Уважаемые телезрители, друзья, за последние 2 года нам удалось сделать большую работу. Есть чем гордиться. Город стал на правильные рельсы. Мы реализуем 5 национальных проектов. Вот-вот на подходе 6-й национальный проект по экологии, по рекультивации нашей свалки. Нам удалось сделать реформу департамента градостроительства. Мы абсолютно победили коррупцию, появилась прозрачность, боремся с точечной застройкой. Но это только начало пути. Мы можем добиться гораздо большего. Для этого нужно заниматься конкретной работой, а не перетягиванием одеяла. Не надо заниматься популизмом, а надо заниматься консолидированной работой во благо города, конкретного горожанина, вместе с республиканскими властями, федеральными властями. В случае моего избрания я приоритетом ставлю для себя развитие нашего города, увеличение его конкурентоспособности среди всех городов. Приходите на выборы, номер 1 в бюллетене Григорьев. Политику в сторону, все для людей. Спасибо большое. Как говорится, имеющий уши услышит, имеющий глаза увидит. Огромное спасибо всем участникам дебатов за сегодняшнюю встречу, за то, что четко, емко, конкретно отвечали на вопросы друг друга. И самое главное, корректно все это происходило. Уважаемых зрителей, приглашаем присоединиться к нам на следующей неделе. После перетасовки кандидатов методом жеребьевки они сойдутся на дебатах по крайне важной теме: социальная инфраструктура, детские сады и школы, транспорт и строительство жилья. Эти 2 дня с вами были Анна Фомина и Николай Борисов. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Это те, кто